потому что я оказался на этом событии. Я хочу сказать сразу две вещи. Сказать всем нам, что нам очень крупно повезло слышать то, что рассказывали люди до сих пор. Это реально самые, мне кажется, самые жемчужные, как вот раковина, знаете, она вынашивает в себе, и вот тот результат, который он дает. Самое ценное – это работающий результат, которым люди поделились, часто без эмоций, а именно очень практически, давая самые эффективные вещи, которые современные и насущные именно сегодня. Вот. И еще я хотел бы сказать всем спикерам в связи с этим, которые выступали до сих пор, огромное спасибо, это было очень круто. Я работаю в этом бизнесе почти 20 лет, вы очень большие профессионалы, приятно было услышать и учиться у всех вас. Давайте похлопаем все-таки нашим людям, которые выступали до сих пор. Я хочу еще одну вещь сказать. Смотрите, тему, которую я готовил для этого, эта тема называется вот она, следующая идет, как стать победителем в сетевом бизнесе. И я вот сейчас в перерыве некоторые из своих слайдов удалял. Почему это сделал? Потому что я слушал, как выступают наши партнеры, и понимал, я вот это хотел рассказать. Они уже об этом сказали. И это повторилось много раз. Что-то я все-таки оставил, и я в своем выступлении буду регулярно на партнеров ссылаться. Но потом я сначала расстроился, потом я очень обрадовался. Потому что это значит, что то, что я собрал как компиляцию, опыт, как лидеры работают на разных рынках, в разных странах, давно и в последнее время, это реально качественные вещи, потому что прямо сейчас партнеры используют их, оказывается, и работают, и достигают результатов. Смотрите, у меня, как у сотрудника, как у корпоративного человека, нет личной истории, чтобы вам рассказать так убедительно, как это делают партнеры. Но что есть у меня? Что я могу сделать? Я могу, как я сказал, я уже почти 20 лет работаю в этом бизнесе, я лично знаю крупных лидеров в нашем бизнесе из многих стран, из США, из Японии, из Кореи, из Таиланда, из Европы и много-много разных других стран. Я лично видел, как работают эти лидеры, со многими до сих пор нахожусь в контакте. И я стараюсь на таких мероприятиях, как это, поскольку я не могу рассказать личную историю, я рассказываю всегда тот опыт или те вещи, которые мне кажутся важными, которые работают прямо сейчас и которые используются не обязательно у нас там в Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Таджикистане и так далее. Я стараюсь рассказать именно то, что вообще в мире происходит, чтобы мы могли поучиться. И что я сегодня хочу сделать? Я хочу поговорить, вот что такое победа в сетевом бизнесе. Показать или объяснить, или вместе с вами согласиться, что такое быстрые и что такое долгосрочные победы, как работает у нас, какие у нас инструменты для достижения быстрого результата есть, какие у нас есть инструменты для достижения долгосрочной победы, и как это все вместе увязывается с вашим партнером компании Siberian Wellness. Давайте начнем. Начнем мы с краткосрочных побед. Вот здесь разные люди выступали, я сказал, я буду ссылаться на людей, вот последний Салтанат выступала, она говорила, что, конечно, каждый хочет победить в каком-то большом забеге, и для этого он закладывает как кирпичик что-то, чтобы в этом забеге победить. Но в то же время и Назгуль говорила, и Бактыгуль говорила в своем выступлении, что очень важно, чтобы ваш партнер, особенно тот, который начинает, уже получил какой-то результат быстро, потому что уверенность в том, что этот бизнес работает, она возникает не от того, что кто-то выслушает вас, увидит, что это у вас работает хорошо. Она возникает из того, что лидер или наш новичок, или начинающий партнер получает свой собственный результат. И когда мы говорим про краткосрочные победы, это чек, это аплодисменты, это признание, это первый результат по продукту, первые отзывы, первая квалификация. Это важнейшая вещь, и важно понимать, что быстрая победа – это неплохая победа, это очень важная и нужная победа. И есть долгосрочные победы. Вот это, когда я упомянул, что я знаком со многими лидерами, меня поразило больше всего. Я помню, общался, мне очень нравятся лидеры из Гонконга, Клемент и Анита Фу, огромный бизнес. И они мне сказали, мы никогда сильно не следим за своим рангом текущим. Мы все время следим, то, что сегодня показывала, например, Татьяна Гордеева, за своим собственным доходом. Помните, она сказала 1 миллион, но она сказала, я хочу каждый месяц его получать. Это важно. И мы следим, что получают наши партнеры, как много они получают. Это важно. И это не должно быть только в одном месяце. Вот
Бизнес как актив семьи – это для меня долгосрочная победа. Это какой-то двигатель, который производит доход, который позволяет реализовывать мне все, что я хочу для моей семьи. Не сейчас короткая вспышка, забег, а как система, и это происходит постоянно. Это ценность, которую нужно передать детям. Это регулярный доход годами и команда, которая без давления, которая работает, которая существует, которая стала частью, по сути дела, моей семьи. Это вот две такие победы, долгосрочные и краткосрочные, они обе нужны. Почему важно их различать? Они обе нужны. Смотрите, краткосрочная цель, да? Если мы будем мыслить только терминами «закрыть товарооборот в текущем месяце», если мы будем только в этих терминах жить, вот сегодня звучало это слово «выгорание», это ровно тот психологический эффект, который гарантированно наступает. Если у нас в голове только короткий рывок, после этого мы хотим расслабиться, после этого у нас нет никакой мотивационной подпитки, вот этих кирпичиков, о которых говорил Султанов, например, то вот этот риск выгорания, он очень велик. И есть у нас обратный риск, когда мы только птицы высокого полета, когда мы только хотим какие-то фундаментальные вещи делать, когда мы только согласны, что если, как это сказать, если там выиграть, то миллион и так далее. То есть только максималистскими какими вещами живемся. Мы что-то пробуем, не получаем искомого результата немедленно, и у нас есть риск сдаться. И победитель в сетевом бизнесе держит эти оба вещи в фокусе. Это не вещи, не которые противоположны. И вот смотрите, сегодня эти 90 дней, опять же, смотрите, я ни с кем из лидеров, которые выступали здесь, я никак не связывался. Поэтому я и говорю, что вещи, которые во всем мире работают, они так или иначе совпадают. Вот поговорим про краткосрочные победы. Где они важнее всего? Конечно, когда у нас человек только начинает. И сегодня у нескольких человек прозвучало вот это 90 дней, это зона риска. Я вам так скажу, что я вот как и Татьяна программист по образованию, и мне всегда очень хочется, я люблю цифры, люблю включать всякие графики, я сделал над собой усилия, в презентации моих цифр не будет. Но я не могу себя как человека перебороть, и какие-то цифры я вам буду называть словами, извините. Вот, чтобы вы понимали, в первые 90 дней это статистика по бизнесу MLM вообще в мире, от 50 до 80% всех новичков бизнес-партнеров уходят. Это средняя температура по больнице, но чтобы вы знали, что процент выживаемости, я, может быть, плохую аналогию сейчас приведу, вот эти черепашат, которые ползут к океану, он очень маленький. Он очень маленький. И самые критические именно эти 90 дней. А если честно, тоже сегодня звучало, что мотивационный запал после этого мероприятия, он от 3 дней до недели, когда человек будет делать что-то активно. А вот если он за месяц не получит какой-то результат, то даже вот оставшиеся 2 месяца от этих 90 дней все будет труднее, или меньше и меньше вероятность, что он с вами останется. В этот период он слышит много «нет», у него мало опыта, соответственно, больше вариантов, что он сделает какую-то ошибку. Его, тоже сегодня говорили, усиленно отговаривают. Я вам хочу сказать, то, что отговаривают от того, чтобы в нашем бизнесе что-то делать, это вообще не только в нашем бизнесе. Я был в 2021 году на огромном мероприятии, называется «Молодые предприниматели России» в Тюмени. Там было порядка 6 тысяч людей, которые не MLM предпринимательством занимаются. Но вот у них какой-то есть. И со сцены звучало у многих в историях, как их отговаривали их родные и близкие, чтобы открыть кофейню, чтобы открыть свой спортзал, чтобы начать что-то делать на маркетплейсе и так далее. То есть люди начинают предпринимательство. Ваши родственники что видят? Человек, предпринимательство, если вы посмотрите в энциклопедии, короткое очень определение, это экономическая деятельность, которая ведется на свой страх и риск. Если ваш родной человек что-то вдруг начинает страх и риск куда-то добавлять, естественно, желание любого человека сказать ему «стоп», не надо этого делать. Поэтому в этот период как раз этих стопов, результатов у него нет, а в риск он уже ввязался в глазах ваших, так сказать, родственников, знакомых. Поэтому здесь без быстрых побед человек выключается. И очень важно, чтобы в этот период у начинающего нашего человека первые 90 дней были эти победы. Еще раз, краткосрочные победы – это топливо. Вот давайте эту аналогию запомним. Это вот топливо, которое дает наши мотивационные костерки, которые нас поджигают. Вот это результат по продукту, первый клиент, первые деньги. И здесь же я бы сказал, что это не должно быть отпущено на самотек. Вот он у нас, мы его там что-то как-то тренируем, и
победа, если хотите, у новичка должна быть лидером, наставником срежиссирована. Если вы видите, что есть риск, у нас в это было, что он смотрит, вот партнер там чего-то не, там 2-3 раза у него чего-то не получилось, либо партнер у нас подключается, если он до этого момента еще не действовал, либо есть самая, такая вещь, которая всегда под рукой, это признание внутри команды. Потому что не надо забывать, что это тоже очень классная победа, когда у новичка появляется, у нашего стартующего, какое-то признание, которое можно сделать онлайн или на маленьком мероприятии, которое вы делаете. Это топливо, которое поджигает вот этот наш двигатель. Ну и долгосрочная победа – это уже маршрут. Вот смотрите, представим, продолжим аналогию с топливом. У вас автомобиль заправлен, и вам говорят «едь». Где вы будете ехать? Скорее всего, вокруг своего района, который вы знаете хорошо. И будете кружить, и вот и вообще без цели, кто из них пробовал когда-то ездить на машине, это удовольствие так себе, даже на хорошей машине. Долгосрочная победа – это маршрут, то, что тоже сегодня о чем говорили. Это где мы мыслим в терминах постановки целей. Эти цели должны быть максимально привязаны не к инструменту, как сегодня говорили, а к результату. И вот цели, которые мне кажутся уместны при долгосрочной победе, это я хочу, чтобы через 5 лет мой бизнес оплачивал учебу для моих детей. Я хочу, чтобы мои родители не думали о пенсии через такое-то время. Вот это долгосрочные цели, долгосрочная победа. Вот у нас краткосрочная победа, регулярно случающаяся с нами, позволяет нам достигать именно наших долгосрочных целей. Смотрите, не напрягся и вот все, жду 5 лет. В течение всего этого 5 лет тебе, как Бактыгуль рассказывал, должно быть удовольствие от того, что ты делаешь, и у тебя должны быть эти победы. Потому что ты должен этим заряжаться. Как наш новичок, так, конечно же, и у лидера. Ну и давайте мы посмотрим на инструменты, которые работают. Вот современные, я их разделил на современные и классические, которые позволяют достигать результата личных побед. Во-первых, личная рекомендация. Она вообще никуда не делась. Вот еще раз, я не могу вам искать свою личную историю, но могу вам привести статистику, что по исследованиям 92% людей доверяют мнению своих друзей и знакомых и родных больше, чем рекламе. Вот просто представьте себе, насколько у вас мощный в руках результат. Компании тратят миллионы, чтобы в телевизоре кому-то что-то показать, но когда вы скажете человеку, что вам помогло, как сегодня многие говорили, это будет иметь намного более убедительный эффект. Поэтому это никуда не делось, рекомендация работает. Личные и онлайн-встречи, живой контакт по-прежнему работает. Мы видели сегодня выступления, были лидеры, которые, еще, кстати говоря, лет 5-6 назад это было невозможно, которые целенаправленно строят только онлайн. Есть те, которые прекрасно работают офлайн. Но и в обоих случаях, так или иначе, это личный контакт. И вот эта математика действий, это, может быть, звучало не так явно. Я когда сказал, почти 20 лет в этом бизнесе, на самой заре, когда я начинал, поскольку с программистским образованием, я спросил, можно мне дать алгоритм? Вот, Татьяна, вы, наверное, тоже там алгоритм искали. Даже не рецепт, а именно алгоритм, это что? Последовательность шагов. И мне один из лидеров выдал, алгоритм это если ты он мне сказал так, если такой-то ранг равно такое-то количество встреч. Я не говорю, что это прям последняя инстанция истинная, но вы вдумайтесь в математику. Математика действий. То есть именно если ты хочешь такой-то результат, то, что тоже вам звучало, то у вас должен быть не просто план. В плане должны быть вполне себе конкретные цифры. Сколько встреч, сколько баллов, сколько презентаций. И только тогда этот результат будет. Это по исследованиям. Здесь я цифры специально не пишу, но это по исследованиям по-прежнему наиболее рабочие из классических методов. Да? И что нового? 25-26 год. Оно такое условное, новое, но тем не менее я просто по цифрам тоже вас проведу немножко. Отзыв о продукте, продукты без отзыва продаются, или вернее так, продукты с отзывами на 270% продаются лучше, чем без них. То есть каждый раз, когда вы оставляете свой личный, смотрите, не просто у нас в портфеле есть еще что-то, а вы должны сказать, я этим воспользовался, и у меня такой-то личный опыт. И у вас будет на 270% больше отклика, чем если вы просто покажете каталог. Короткие видео и истории. Смотрите, видео про продукт и фото про продукт
Видео в 3 раза больше привлекает внимание, то есть в 3 раза больше человек реагирует на одну и ту же информацию, по сути дела. И видео на 80% убеждает лучше, чем текст. Это вот социологические исследования, которые прошли в 2025 году, чтобы вы тоже были вооружены и знали, почему надо идти и работать онлайн, даже если вы супер офлайновый лидер. Потому что, как вам уже сказали, там и рынок там, и люди там. И действительно, но смотрите, у нас работа онлайн есть, ну я считаю, разница, которая, вот если сравнивать вообще чисто с построением, когда цель построить личный бренд этим и ограничивается. Еще одно из открытий коммерческих последнего года, может быть 2, это микроинфлюенсеры. Смотрите, микроинфлюенсеры это те, у кого там от 1000 там, до 5000, там, вот где-то в этом районе, может быть до 10 тысяч, назовем это так, подписчиков или те, кто регулярно смотрит. И вот оказалось, что если мы берем конверсию, то есть, вот, например, сколько человек посмотрели то, что я делаю в соцсетях, и сколько потом выполнили целевое действие. Так вот, 100 человек, которые посмотрели контент у блогера-миллионника, из них, может быть, 1 сделает целевое действие. Если у нас, у человека небольшое сообщество, которое он ведет, у него там до 1000, может быть, человек, все, что он часто их знает лично, и все, что он делает, это очень искренне. Это то, что он проживает сейчас. И из этой же сотни, вы тоже видели там конверсию, гораздо больше людей реагируют. То есть в процентном отношении именно работа микроинфлюенсера, она для нас более экономически выгодна. И это практически случай каждого из вас. И вы сегодня видели нарисованные воронки, и когда была презентация ПИ, очень подробно об этом все рассказали правильно. Опять же, я это все исключил, не буду вам рассказывать. Но там очень важный момент, что работа в соцсетях, она может быть двойной. Вот она может быть поиск людей в соцсетях, а может быть, когда вы делаете вот этот так называемый лид-магнит, когда люди к вам приходят, только из-за того, что вы искренне показываете то, что вы делаете каждый день. Вот эти вещи, они очень здорово работают. Еще раз, пример вы видели сегодня. То, что привожу здесь на экране, это общемировая статистика. Ну и, конечно, мы говорили 90 дней. Я бы сказал, что критически являются... Вот, здесь этого нет на слайде, у меня просто времени не так много, чтобы вам представить. Тут написано день первый подключения команды, там было, и у нас гуль было, и так далее. Никто не ждет после регистрации, что там, ну сейчас человек там сайт посмотрит, там еще что-то. Действие начинается немедленно. В материалах, которые я смотрел по иностранным рынкам, в системах лидеров, там было, например, первый пост в соцсетях в течение 48 часов про продукт. Первый как бы результат в течение недели должен быть сделан. Я не говорю, что надо прямо сейчас брать и делать именно как здесь написано. Я хочу, чтобы вы поняли саму идею, что на раскачку здесь не должно быть времени. Человек должен результат получить. Так что первый месяц закладывает фундамент всей карьеры. Но и быстрые победы для лидера. Мы говорили как бы про новичка, подразумевая небольшой ранг, но мы на самом деле это неправильно. Победы нужны всем. Кто строит Global, Infinity, эти все быстрые победы должны его подпитывать. И вот, конечно, сегодня это звучало, что подпитывает наших партнеров. Наших партнеров чаще всего, в топ-ранге, наших партнеров в топ-ранге чаще всего подпитывает результат команды. Как раз это живое общение, это командное признание, это то, что люди реагируют на то, что ты делаешь. Так, ну и теперь мы давайте перейдем к долгосрочным целям. Мы сейчас с вами говорили с вами про то, что такое краткосрочная и долгосрочная победа. Мы говорили, как краткосрочные результаты, почему они важны и как они достигаются. Сейчас я хочу рассказать немножко, и опять же вы сегодня это слышали, но может быть соберем это в систему. Как достигается вот этот долгосрочный результат. Для меня это мое личное, даже не как сотрудника. Для меня, еще раз, долгосрочный результат — это у меня бизнес, я через 15 лет проснулся, а он мне что 10 лет назад, что там и сейчас, через 15 лет, приносит стабильный доход. И вот было проведено исследование крупное среди 2000 лидеров в статусе бизнес-лидер, ну так примеримся, бизнес-лидер в 6 странах. Таиланд, Россия, Корея, Соединенные Штаты, Япония, еще кого-то я забыл. Достаточно крупные рынки MLM. Исследовали что? Смотрели именно людей с позицией
Специально брали ранг бизнес-лидера, потому что это ранг, где, ну, это очень, опять же, условно, но тем не менее, доход на ранге уже такой, что можно не работать по найме. И поэтому смотрели именно этих людей. Чтобы уйти из найма в бизнес, надо быть уверенным, что доход тебе приходит регулярно и постоянно. И поэтому взяли именно эту группу людей и смотрели, что делают те люди, которых регулярно каждый месяц получают хороший чек и делают это уже на протяжении лет, а может быть и десятков лет. И смотрели людей, которые там пум-пум, 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 то получил, то не получил, то подтвердил, то не подтвердил. Но тем не менее вокруг этого ранга делается. И вот тут уже выводы написаны, что конкретный фокус, давай я буду расти продуктивность, то есть чтобы у меня балловый чек там средний в команде был выше. Или фокус на каких-то определенных продуктах. Вот мы продаем только это самое модное, и поэтому мы всегда там, как бы у нас хорошие результаты. Или какие-то демографические вещи, возраст, там, пол и так далее. Выяснилось, что статистически это никак не решает. Что решают? Решают удивительно поведение и привычки. И там по исследованию было 5 блоков, они разделены, эти вещи. Это были разделены вот на эту личную дисциплину, с которой Гири меня представил. Но это правда очень важно, я вам сейчас это покажу. И сегодня, опять же, большое спасибо спикерам, что они это уже проиллюстрировали на примерах. Это лидерство, работа с людьми, культура команда и система действий. Давайте мы сейчас вот посмотрим, как бы немножко совсем каждую из них. Смотрите. Тех лидеров, которые стабильно получают высокий доход, у них всегда есть цели, которые расписаны, каскадированы, есть большая цель на какой-то длительный период, и всегда есть цель, еще раз повторюсь, всегда есть цель. Не сегодня не на этот месяц есть, на следующий нет, а всегда. И год расписан, и месяц расписан, и неделя расписан. Я сейчас вас не агитирую, я вам сейчас просто говорю статистику. Что те, кто получают деньги стабильно и получает много, у них всегда есть цель и всегда есть план календарный, которым они следуют. Ну и вы видите то, что записанная цель в 3 раза чаще реализуется, это опять же статистика. Вот, регулярное обучение по расписанию. Значит, по-моему, и у Назгуль, и у Бактыгуль было это, что есть сетка прямо обучения, она достаточно сложная, ну, на мой взгляд. Там и 6 дней в неделю надо заниматься, и каждый день надо заниматься. И опять же, Бактыгуль рассказывал, что она училась, вот помните, она там говорила, в перерыв. Но каждый же перерыв, правильно? Там немного было времени, но каждый же день. И вот именно регулярное обучение, там, вы видите, там 30 минут в год это 180 часов. 30 минут в день это 180 часов в год. 30 минут в день это 180 часов в год. Можно иностранный язык выучить, понимаете? Если это делать постоянно. Ну, опять же, к статистике вернемся. Люди, которые учатся постоянно, они постоянно при деньгах. И ежедневные привычки. Еще раз, выигрывали люди, не которые ярко вспыхивали, выигрывали люди в доходе, не которые работали больше, что важно. Кстати, исследование не показало, что люди, которые получают больше, работают больше по времени. Нету такого. Те люди, которые получают стабильно, хорошо, работают системнее. Вот это был вывод сделан. Поэтому ежедневная привычка, и здесь была тоже классная находка, опять же, у нас будет скажу, которая мне показалась важной, может быть, кто-то не услышал, что вначале людей надо заставлять, как она сказала, или контролировать, вот, было слово контролировать. Но контролировать всегда, и мы сейчас это посмотрим дальше, это, если это происходит, это очень плохо, это надо от этого вовремя избавляться. А потом человек сам начинает заниматься. И Султанат выступала, она сказала, что 21 день на привычку мало, но все-таки через какое-то время она формируется. Часто это увязано с результатами. Человек делал что-то там месяц, у него получился результат, это вот что, почему меня контролировали, почему там мне постоянно за мной следили, я вижу результат, и теперь уже я где-то привык это делать, и уже жалко того, что я достиг. Вот эти ежедневные привычки, их воспитание, оно очень сильно действует. Я смотрел вот это интервью 2000 человек, я некоторые из них посмотрел. И там, значит, одна из привычек – это ежедневный рекрутинг. Ежедневный рекрутинг, и неважно какого ты ранга. И там было про стеснение, вот сегодня звучало, поэтому я вспомнил эту цитату. Там человек сказал, я стеснялся приглашать людей, но потом я понял, что я приглашаю людей в большую международную компанию, где он будет уважаемым, где он будет хорошо зарабатывать. И меня, говорит, просто это стеснение как рукой сняло. И я на автомате обязательно делаю рекрутинг каждый день.
Еще раз, это бизнес-лидер говорит. Вот, и вот я сейчас специально, эту таблицу я 10 лет назад, честно, подсмотрел у топ-лидера, сейчас спущусь, потому что я не смогу, рукой не водя, по одному экрану буду, вот, извините меня, конечно, за это. Значит, вот такая матрица успеха, я так ее назвал, я этот инструмент использую сам. Вот, чтобы тут какие-то слова, я вам просто объясню, в чем ее смысл. Вот смотрите, у нас две оси, одна действие называется, а вторая фокус, концентрация, это то, что когда мы цели ставим. И вот мало-много, мало-много. И вот смотрите, если у нас мало действий и маленькая концентрация, называется витание в облаках. Вот это вот состояние, когда хорошо бы быть миллионером. Ну круто же, да? Обалдеть! Вы будете смеяться, но это состояние мозга, большинства населения. Вы вот сейчас то, что увидели, это вообще-то не секрет. Вам показали, как работать, как деньги заработать. Люди регулярно в той или иной форме это слышат. Но большинство, смотрите, делать ничего не надо. Мозг напрягать на фокусе не надо. Но это сейчас обвинительно говорю. Я эту матрицу на самом деле по-другому использую. Но пока просто вот такой диагноз. Витание в облаках. Дальше, смотрите, я настолько много делаю, что дым стоит. Бегаю и прыгаю, много действий. Но у меня нет фокуса. Я учу сразу все продукты. Все там это самое, как бы хочу выучить. Я сразу все использую инструменты, которые сегодня дали. И мастер-классы, и то, и прочее. И как бы здесь нет такой продуктивности. Потому что нет фокуса. Ты делаешь сразу все, и поэтому прогресс сразу по всему получается небольшим. И другая крайность. Я сфокусирован очень, например, на рекрутинге. Но надо же подготовиться, чтобы прям в лоб застрелить этого кандидата, чтобы он точно никуда не делся. И вот у вас наверняка есть эти партнеры, которые постоянно тренируются. Вот он все готовится. В корпоративном мире, люди, которые растут в карьере вверх, есть такая поговорка. Ты никогда не готов для следующего своей позиции. Никогда. Потому что там есть знания и навыки, которые ты узнаешь, когда только туда придешь. И быть абсолютно готовым для чего-то невозможно. Вот. Ну и, конечно, когда есть концентрация, когда у нас много действий направлено на эту цель, мы, соответственно, получаем результат. Я как эту матрицу, смотрите, это не кого, чтобы кого-то обвинять. Я эту матрицу использую, вот у меня есть фотография с мероприятия 10-летней давности. Это вот ровно там я подсмотрел у таиландского лидера. Значит, я как это говорю, если я не получаю результата, я смотрю, в чем моя проблема. Я либо поставил себе не ту цель или много целей, и я не вижу, я слабенько к ней иду. Либо я делаю мало или не те действия. Такое тоже бывает, честно. Такое тоже бывает. Вот. Поэтому, простой рецепт, поделился с вами, говорю, личной истории нет, но думал, что как раз, поскольку говорим про исследования, там были про цели, было про действия, и, в общем, есть вот и такая концепция. И очень важные вопросы, которые тоже сегодня звучали, делегирование и доверие. Там, в этом исследовании, были те партнеры, которым с трудом дается удерживать свой доход, это партнеры часто, которые полностью делают всегда все сами. И там вывод, который мне понравился очень, что когда ты делаешь все только сам, это не предпринимательство, это занятость. То есть вы, по сути дела, если вы все в команде делаете всегда только вы, и делится все только на вас, это уже не предпринимательство, это занятость. И если вы не осуществляете делегирование, если вы не работаете как наставник, а наставник это не тот человек, который только делится знаниями, это тот человек, который проводит своего новичка или партнера, а дальше вы лидеров, когда будете расти, там другая совершенно канва, но смысл остается один. У человека сначала нет компетентности, и здесь, как Назгуль сказала, должна быть контроль и директивные какие-то установки. Потом надо дать ему ошибиться, набрать свой собственный опыт, и здесь вы уже участвуете больше как консультант. Потом он уже, когда становится на крыло, это уже там только поддержка и часто больше, как это сказать, моральная, чем какая-то другая, и потом он сам становится профессионалом. И вот люди, которые делегируют и не делегируют и не доверяют, как раз у них проблемы с тем, чтобы получать хороший результат. И тоже там было одно высказывание, которое было у лидера из России, но я думаю, оно всем нам подходит. Потому что он там достаточно возрастной был уже, и он сказал, что у нас, говорит, в стране люди все привыкли, что ими всегда все командуют.
Говорит, в нашем бизнесе построить результат, командуя людьми, вот ровно так, директивно, невозможно. Поэтому возможно это только сделать, если ты станешь теми партнерами, которыми ты работаешь как семья. Вот, и, это вот мы, смотрите, с вами прошли по краткосрочным, долгосрочным победам, по инструментам. Я хочу просто напомнить вам, что мы делаем бизнес в партнерстве. И вот фундамент для того, чтобы достичь своей долгосрочной цели, он у вас есть. Есть компании, которые 30 лет, с потрясающим продуктом, вы все это знаете сами, и вам сегодня про это рассказывали. Есть бизнес, который приносит отличный доход, и делается это уже на протяжении 30 лет. Ну и последнее, обязательно, важно, вам сегодня тоже об этом сказали, не бежать делать там все сразу, все вместе. Может быть, поговорить со своей командой, со своим наставником, ну как минимум, пожалуйста, определите свою долгосрочную победу в терминах, что этот бизнес, какой он результат даст для вас в долгую. Я вообще считаю, что это должен быть как постоянный источник дохода, который будет кормить меня 25 лет и потом еще всю мою семью 100 и более лет. Вот это хорошая цель, на мой взгляд. Выберите одну привычку для усиления, сразу привычка не появляется, но важно их выработать в себе. Еще раз, выигрывают те, кто вырабатывает в себе правильные привычки. Ну и договориться с плане наставником и действия. Вот что, я желаю вам, чтобы после этого мероприятия у вас были не только красивые фотки, чтобы каждый из вас поставил эту самую долгосрочную цель. И я хочу, и очень надеюсь, и мечтаю, что на этой сцене через год или может быть, через более короткое время мы вспомним эту презентацию, вы скажете, что это была моя цель, я к ней начал двигаться, выработал такую-то привычку, и вот так это все достиг. Все, спасибо вам большое.